Здравствуйте. Можно мне кофе без сахара и воду без газа? Безопасность страны в современном мире предполагает и защиту персональных данных граждан. В век информации эти данные представляют особый интерес для злоумышленников и враждебных стран. В 2012 году Абхазия сделала первый шаг на пути развития информационных банковских технологий и повышения финансовой безопасности. Банком Абхазии создана национальная платежная система. Мы автономны по осуществлению платежей внутри страны. Работа наших карт и наших терминальных устройств, она автономна, она в безопасности, она не зависит от каких-то внешних факторов. Для развития системы Банком Абхазии учреждено некоммерческое партнерство АПРА. Его основная цель – это построение в республике суверенной инфраструктуры электронных средств платежа с широким кругом участников, главным преимуществом которой является защита персональных данных и денежных средств держателей карт. В принципе, национальная платежная система, она играет очень важную роль для финансовой системы любой страны, поскольку она обеспечивает перевод денежных средств, что способствует экономическому росту и росту экономической активности. По данным исследования международной платежной системы Visa, посвященной влиянию электронных платежей на рост экономики, в России за 5 лет с 2011 года посредством развития электронных и платежных технологий ВВП вырос на 26 миллиардов долларов. В рамках исследования было определено, что платежная система играет непосредственную роль, непосредственный эффект на рост экономики страны. Если говорить о развитии, тут хочется прибегнуть к статистике непосредственно. И если говорить о количестве выпущенных карт, то в 2012 году, когда система только начала функционировать, у нас было порядка 800 карт выпущенных, а вот на сегодняшний день их уже свыше 145 тысяч. В настоящее время в состав национальной платежной системы вошли 8 кредитных организаций, которые обладают правами эмиссии и эквайринга карт АПРА. В Абхазии пока еще на низком уровне находится культура безналичных платежей. Как правило, в силу того, что люди еще не привыкли пользоваться пластиковыми картами при покупке товаров или услуг, ежемесячно у банкоматов в дни начисления пенсий и зарплат бюджетникам скапливаются большие очереди. Есть факторы, которые влияют на развитие культуры. В том числе влиять можно и посредством рекламно-информационной деятельности. Влиять можно посредством развития функционала банковских карт, то есть сервисов предоставляемых. Чем карта становится более интересна держателю карты, соответственно, тем больше он ей пользуется. Можно обратить внимание на показатели по оплате безналичной за последние годы, и мы увидим, если посмотрим на них, что в 2015 году объем товаров и услуг на территории Абхазии, оплаченных банковскими картами, составлял 98 миллионов рублей за год. В 2018 году эта цифра составила 1 миллиард 761 миллион рублей. То есть у нас прогресс значительный за этот период времени. Мы говорим не о процентах роста, мы говорим, во сколько раз торговый эквайринг вырос. В этом году мы прогнозируем объем товаров и услуг, оплаченных банковскими картами, в размере свыше 2 миллиардов рублей. Пользоваться картой крайне выгодно еще и потому, что в случае ее утери или кражи вы легко можете восстановить карту в банке и деньги на ее счету. Кстати, если вы забыли пин-код своей карты, то он не подлежит восстановлению в целях безопасности. Пин-код не хранится в базе данных банка, а выдается клиенту в одном экземпляре вот в таком конверте. Но в этом случае вам тоже не стоит переживать, просто обратитесь в банк и вам восстановят карту с сохранением денежных средств. В случае утери карты держатель должен обязательно обратиться в банк,
для того, чтобы сотрудники банка заблокировали карту, чтобы предотвратить хищение денежных средств с данной карты. В случае, если держатель карты забыл пин-код, также ему надо обратиться в свой банк, карта будет перевыпущена уже с новым пин-кодом. В этой комнате, где мы сейчас находимся, у нас стоит оборудование, которое непосредственно будет записывать информацию на пин-конверт. Также для удобства и безопасности использования карт АПРА существует СМС-сервис. На ваш мобильный телефон будут приходить СМС каждый раз при поступлении денег на карту, при проверке баланса, при снятии средств через банкомат или при оплате. Таким образом, посмотрев последнее СМС-сообщение, можно в любой момент узнать, какова оставшаяся на карте сумма. На лицевой стороне пластиковой карты указаны имя и фамилия держателя на латинице, индивидуальный номер, логотип и срок действия. На оборотной стороне карты расположена магнитная полоса, код проверки подлинности и место для подписи. На карте при персонализации указан срок действия, месяц и год. Держатель карты видит эту информацию. В случае окончания срока действия карты он должен обратиться в банк, где ему эту карту перевыпустят. У карты должен быть определенный срок, потому что карта может выйти из строя. То есть существует такое понятие, как износ пластика, выход из строя чипа. Есть еще ряд причин, почему карта может перестать работать. Ввиду того, что объемы небольшие, объемы эмиссии, объемы закупа, для банка себестоимость карты выходит довольно-таки дорого. Но Национальный банк Абхазии на сегодняшний день не взимает плату с коммерческих банков за персонализацию карт. На 2 сентября 2019 года количество активных карт АПРА составило 107 178 штук, держателями которых являются 82 931 человек. Большая часть из них – это пенсионеры – 67,1%. На долю зарплатных карт приходится 36% от общего числа активных карт. Государство посредством платежной системы осуществляет и большую социальную роль в том, что на сегодняшний день пенсионеры Республики Абхазия переведены на карты АПРА. Государство посредством платежной системы предоставляет продукт. Вот непосредственно пенсионерам предоставляются карты АПРА, и они предоставляются на безвозмездной основе. То есть для них пользование данными картами, производство для них данных карт на сегодняшний день абсолютно бесплатно. И пенсионер, и зарплатник, который получает денежные средства на карту, он получает возможность ими распоряжаться не тогда, когда он придет в банк, отстоит в очереди или отстоит в очереди у банкомата и снимет эти деньги. Я не говорю о том, что можно пойти на рынок там, да, и оплатить какие-то товары. До этого мы, к сожалению, пока еще не дошли, но что-то необходимое в виде медикаментов в аптеках, во всяком случае по городу Сухум, можно приобрести, уже получив деньги и на карту, и расплатившись с банковской картой, а также купить какие-то товары первой необходимости. Я лично начала часто пользоваться этой картой, потому что стало удобно рассчитываться по ним в аптеках, в магазинах, в кафе, везде. Вот не нужно как бы пересчитывать мятые рубли, искать мелочь, чтобы было без сдачи. Карта не мнется, не пачкается, это реально удобно. Честно говоря, хотелось бы, чтобы этой картой можно было пользоваться и в России, рассчитываться за интернет-покупки тоже хотелось, было бы плюсом большим и было бы удобно. По поводу минусов, он, конечно, есть и очень большой. Деньги и на карте быстро заканчиваются. Карта-то, по сути, является инструментом для доступа к денежным средствам держателя карты, находящихся в банке. То есть ты имеешь возможность постоянного доступа к той сумме, которая у тебя есть на твоем счету. Карта может стать удобным способом для осуществления различных видов платежей. К сожалению, на сегодняшний день, допустим, у нас не реализован сервис по интернет-коммерции, но в обозримой перспективе мы такую возможность предоставим. На сегодняшний день пополнить карту АПРА можно с помощью банкомата с функцией приема наличных, либо в отделении банка. Сейчас мы работаем над проектом по интеграции с системой «Контакт», что позволит нашим держателям
также их родственникам, друзьям, которые находятся за границей, переводить средства на карту АПРА. Эта интеграция позволит нам, так как система «Контакт» присутствует в 170 странах мира, позволит нашим держателям, либо их там друзьям, знакомым, родственникам переводить денежные средства из 170 стран мира. С 2018 года началась активная работа по интеграции национальной платежной системы Абхазии с платежной системой России МИР. Уже к лету 2019 года в Абхазии стали действовать карты МИР, а в ближайшее время в банках Абхазии можно будет получить карту и использовать ее на территории России и стран, поддерживающих систему МИР. Хотелось бы отметить, если остановиться о российских национальных платежных картах, на сегодняшний день их выпущено свыше 62 миллионов. И как мы знаем по статистике, свыше миллиона российских туристов или около миллиона ежегодно посещает Республики Абхазия. Опять же, если прибегнуть к статистике, практически каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации, посещающий Республики Абхазию, имеют банковские карты. Зачастую это и карты МИР в том числе. Ввиду того, что в России вступил закон, по которому все получатели бюджетных средств, в том числе пенсионеры, все социальные выплаты из бюджета осуществляются на карту МИР. И зачастую это как раз та категория граждан России, которая определяет Абхазию как приоритетное направление для отдыха и туризма. На территории Абхазии присутствует значительная часть граждан России, постоянно проживающих в нашей республике, пенсионного возраста. И многие из них для получения своих пенсионных поступлений им приходится выезжать за пределы нашей республики, в различные регионы России по месту регистрации, по месту прописки, для того, чтобы получить свою пенсию. В связи с чем мы сейчас даем им возможность получать свои пенсии уже на карты МИР в любом банкомате нашей республики. Те карты, которые сейчас имитированы нашими банками и находятся на руках у наших держателей, они работать за пределами Абхазии не будут. Для того, чтобы получить карту, которая будет работать по окончанию наших рабочих процессов, заинтересованным лицам надо будет обращаться в банк и перевыпускать карты. Это будет новый эмиссионный продукт. Карта APRA World называется, возможность, которая для нас открывается посредством интеграции с национальной системой платежных карт России, ограничивается не только инфраструктурой приема карт МИР внутри России, но, скорее всего, наши карты в ближайшей перспективе будут работать и в других национальных платежных системах, и в других странах, в которых присутствуют и работают карты МИР. Национальная платежная система – это неотъемлемая часть финансовой системы государства. Ее развитие создает множество преимуществ: сокращение в обращении наличных денег, расширение спектра платежных услуг, вовлечение в безналичный платежный оборот всех участников экономики и повышение прозрачности финансовых операций. Каждый банкомат принадлежит какому-либо банку. В случае, если в городе мало банкоматов вашего обслуживающего банка, либо они часто неисправны, то вам стоит задуматься о том, чтобы стать клиентом другого банка. Вы, как клиент, вправе выбирать, кому доверить ваши финансовые средства. Банкоматы являются собственностью коммерческих банков, они принадлежат коммерческим банкам. На базе Банка Абхазии развернута единая система мониторинга состояния банкоматов, доступ к которым есть у сотрудников коммерческого банка. Посредством данной системы они могут наблюдать состояние, и в случае какой-то там технической неисправности, либо выхода из строя, либо отключения банкомата, они могут оперативно принимать оперативные меры, реагировать на устранение неисправности. Если клиент того или иного банка сталкивается с какими-то проблемами, он, безусловно, в первую очередь должен обратиться в свой банк. По обычаю, если такие проблемы носят массовый характер, банк, безусловно, на них реагирует и поддерживает свою инфраструктуру в должном порядке. Неисправности бывают разного рода. Это могут быть, наиболее часто, это когда держатели карт используют поврежденные карты, механически поврежденные карты, они пытаются вставить в банкомат, что приводит к его повреждению. Время на устранение, оно бывает разным, в зависимости от сложности
повреждения и ввиду там дороговизны комплектующих. Развитие безналичной экономики в Абхазии началось после того, как пенсионеры стали получать свои деньги на пластиковые карты. Следующим важным этапом стал переход на карты всех бюджетных организаций. Тем не менее, основная часть держателей карт использует их лишь для снятия наличности в банкоматах, но не для оплаты ими товаров или услуг. Многие пользователи пластиковых карт сталкиваются с неприятными ситуациями, когда при снятии наличности в банкомате с их счета снимается комиссия. Такое происходит в случае, если ваша карта выдана одним банком, а вы снимаете наличность в банкомате другого банка. Своим банком подразумевается банк, который выпустил вам карту. То есть держатель карты в банкоматах своего банка, которому эту карту выпустил, обслуживается бесплатно. В случае, если он пользуется банкоматом банка стороннего, в этом случае он платит комиссию. В рамках национальной платежной системы по картам АПРА комиссия за снятие наличных в банкомате стороннего банка не может превышать 1,5% от суммы операции. При снятии наличных денежных средств банкоматов с карт российских банков-эмитентов размер комиссии определяется банком-эмитентом, который эту карту выпустил своему держателю. То есть мы на территории Абхазии, платежная система АПРА, она не взимает и не определяет размер комиссии, который впоследствии будет удержан с держателя российской карты, ровно как и карты эмитента любой другой страны, который обслуживается на территории Абхазии. Бывает, что к нам обращаются и спрашивают, а сколько с нас снимут. Мы на этот вопрос ответить не можем. Нельзя говорить о национальной платежной системе в отрыве от платежной инфраструктуры. Если в 2012 году количество терминальных устройств по республике было около 15, то в 2015 году их стало уже 383, а сегодня их больше 2000. Культура в России все равно значительно выше развита, культура использования банковских карт. По-моему, по статистике на каждого жителя России приходится почти 3 банковские карты. Соответственно, модель поведения следующего. Держатель карт всегда будет стремиться, где есть возможность заплатить картой, он будет платить банковской картой. Устанавливая POS-терминал, торговые точки получают ряд преимуществ. В первую очередь, первое, наверное, преимущество – это привлечение дополнительных клиентов. Потому что на сегодняшний день мы наблюдаем, что вне зависимости от сезона туристического, от того, какое количество туристов к нам приехало, мы наблюдаем, что у нас из года в год растут обороты по безналичной оплате картами российских банков. Но помимо этого, мы наблюдаем и рост оплаты картами АПРА из года в год. Существует миф о том, что при оплате пластиковой карты в магазинах с вас снимается процент. Все это неправда. С вашей карты спишут именно ту сумму, на которую вы приобрели товар. При оплате банковской картой комиссия не взимается с держателя карты. Держатель карты оплачивает ровно по сумме своего счета. А комиссия уплачивается организации, предоставляющие услуги либо товары своему клиенту. Точка платит торговую уступку банку от суммы совершенной операции. Само устройство посттерминальное довольно дорогое, но затраты по его приобретению и установке несет кредитная организация, она берет эти затраты на себя. Здравствуйте, Беслан Владиславович. Добрый день. В этом выпуске нашей передачи мы раскрываем преимущества системы АПРА. И я хочу вам несколько вопросов задать по этой теме. Первый, скажите, пожалуйста, как повлиял на развитие платежной системы перевод бюджетников и пенсий на карты? Безусловно, это центральная тема развития АПРы, поскольку сегодня на держателей карт АПРа, бюджетников и пенсионеров приходится более 90% всех выпущенных в обращении карт. Без этого развитие национальной платежной системы было невозможно. Как известно, АПРа стала развиваться в 2010 году, и почти в течение 5 лет до 2015 года она не развивалась. Только лишь потому, что самостоятельно, добровольно система развиваться не может, и
граждане не приобщаются к этой новой технологии. Поэтому вот именно такое директивное вмешательство, мотивационные решения, фактически принуждение к этому инструменту привело к тому, что у нас сегодня практически все пенсионеры, львиная доля бюджетников получают зарплаты и пенсии через АПРы. Это фактически основа системы, потому что без инфраструктуры, без держателей карт АПРа невозможно представить развитие платежной системы. С отсутствием держателей карт банки не готовы вкладываться в развитие инфраструктуры, ставить банкоматы. Для кого это делать, если нет держателей карт? С другой стороны, люди неохотно приобретают карты, потому что что с картой делать, если нет банкоматов, если нет инфраструктуры, возникает замкнутый круг. Поэтому такое двустороннее движение со стороны держателей карты, со стороны банков приводит к тому, что эта система развивается. Чем больше держателей карт, тем больше инфраструктуры будет, и наоборот, чем больше инфраструктуры, больше функционала этой инфраструктуры, тем больше желающих использовать эту карту. Разъясните, пожалуйста, один момент для наших зрителей. Если на карте лежат денежные средства, но истек срок действия карты, при перевыпуске сохраняются денежные средства? На самом деле это наиболее часто задаваемый вопрос, особенно со стороны пенсионеров, потому что прошло уже 3-5 лет с момента выпуска первых карт, и наступает период перевыпуска карт, потому что любая карта имеет срок годности, и многие переживают по поводу того, что с окончанием карты люди потеряют деньги. Это, конечно, не происходит. С перевыпуском карты все остатки денежных средств на предыдущей карте переходят автоматически на новую, поэтому за это переживать не стоит. Почему в Абхазии нельзя через банкоматы пополнять карты АПРа? Сегодня этот функционал не работает, то есть связано с тем, что вообще развитие платежной системы, ее инфраструктуры и функционала – это очень дорогие проекты, дорогостоящие проекты. К сожалению, мы не обладаем такими финансовыми ресурсами, чтобы сразу развивать все направления, вкладывать сотни миллионов рублей в эти проекты. Мы развиваем эту систему поэтапно. На первом этапе мы распространили карты АПРа среди граждан, развиваем сеть банкоматов, сеть посттерминалов с тем, чтобы граждане могли расплачиваться. Следующим этапом у нас выпуск карт, которые будут работать за пределами России. Это карты АПРа World, которые будут в ближайшее время. А через карты АПРа World можно будет в интернете оплачивать? Это уже второй вопрос. Это тоже следующий этап, который нужно будет развивать. Поэтому по мере того, как АПРа будет зарабатывать, то есть приносить уже доходы, и у системы будут появляться доходы, которые можно будет направлять на развитие этой системы, будут подключаться каждый раз все новые и новые услуги. Скажите, пожалуйста, есть у Сбербанка планы по созданию приложения наподобие такого, как в российском Сбербанке? На данном этапе такая задача перед Сбербанком не стоит, поскольку перед ним очень много других задач, которые нужно решать. В первую очередь обеспечение устойчивости развития самого банка и обслуживания клиентов. Но, безусловно, это то направление, которое нужно будет развивать в перспективе. Потому что современный мир требует от банковской системы, от каждого конкретного банка предоставления уже достаточно стандартного набора услуг, к которому относится то, о чем вы говорите. И еще один вопрос. Может ли так случиться, что какие-то страны могут заблокировать нашу систему, или же она независима? Это невозможно, потому что изначально, когда создавалась национальная платежная система АПРа, она строилась как локальная система, независимая, не интегрированная никуда. Процессинговый центр находится в Банке Абхазии, поэтому вмешательство извне, в частности блокирование этой системы, невозможно. Как раз таки можно сказать именно почему и в России стала развиваться национальная платежная система, потому что это вопрос национальной безопасности, возможности доступа из-за рубежа к национальной системе и влияния на процессинг. Поэтому в этом смысле наша национальная платежная система, она независима, автономная и не подлежит блокированию со стороны кого-либо ни было извне. Спасибо, Беслан Владиславович. Спасибо вам тоже.